наши слушатели, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите наши именно YouTube-канале. Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами своим опытом о партнерстве. 67 бизнесов у меня есть опыта. Некоторые из них я был сам единственным акционером, учредителем, а во многих из них были в партнерстве работал. Где-то, может быть, больше 50 из них я в партнерстве работал. В самом начале я делал очень много ошибок. Я понимал, что идея партнерства, она выгодная, она положительная, она нужная, она лучше, но не мог это делать в жизни. И если вы посмотрите, особенно дальний момент в наших территориях Средней Азии, возможно, территории, может быть, СНГ, может быть, есть, но территории Средней Азии, успешные кейсы, успешные примеры партнерства почти не найдете. У меня не было какие-то примеры, которые вот вместе люди могли работать в бизнесе и добились, какие-то создали какую-то миллиардную компанию или холдинг, или хотя бы миллионную и так далее. Таких не было. Временно одноразово сделки были. Товар закупили, там продавали. Что-то купили, где-то продавали, что-то делали. Таких полно вокруг. Возможно, вы тоже это замечаете. Но я понимал, что в партнерстве можно добиться большего результата, чем, можно сказать, в одиночке, но не мог это в жизни делать. И много раз совершал ошибки. Ошибки были связаны с чем? Связаны с выбором проекта, связаны с выбором партнера, связаны с выбором региона, выбор отрасли. Все ошибки были вот так связаны. Ошибки были связаны еще с тем, что я заходил в бизнесе, не было первоначального, можно сказать, предварительного финансового аудита, не было юридического аудита. Обычно, когда люди приходят и начинают рассказывать, предлагать партнерство, часто это происходит таким образом, что обычно часто тебе показывают только самое хорошее, что есть в партнерстве, что самое лучшее. То есть они часто показывают тебе прибыль, часто показывают, что это выгодно, часто показывают, что это доходность и так далее, и так далее. Но о проблеме, подводные камни, о риске, о управлении риски, разделении риски и так далее мало кто ведет вообще речь. И у меня опыта не было, и поэтому я постоянно, когда заходил в бизнесах, я брался и делал, а потом по пути, часто бывает так, они обычно приходят, начинают говорить, вы знаете, давайте сейчас сезон, нам надо успевать и так далее, и так далее. И я во многие бизнес заходил, инвестировал, а потом думал, вот попозже по пути сделаем это, попозже по пути документы оформим. Обычно сам процесс оформления документов, это всегда тяготно, она всегда длительный процесс, бумаги и так далее, она сама по себе длительный процесс. Какой-то кабинет зайдет, бумага застряется на 2-3 месяца иногда. В Средней Азии иногда так, на самом деле так. Иногда что-то быстрое происходит, иногда там медленно происходит. А я что думал, ну и ладно, чтобы работа не стояла, партнеры всегда уговаривают, давайте вместе делаем иногда. Но это мои ошибки, понимаете, это были мои упущения. Я делал бизнес именно опираясь на выгоду, которые мне предлагали, которые я видел, не учитывая подводные камни. На самом деле, когда у вас есть жажда желания что-то добиться успеха и так далее, часто вы не заметите подводные камни. Даже когда человек сам делает свой собственный бизнес, это тоже сами так. Вы вначале думаете одно, но по пути, когда начинаете, что-то получается, у вас что-то вообще не получается, что-то вообще по-другому пойдет. Поэтому так. Но некоторые партнеры от незнания много потеряли наши деньги совместные. А некоторые из них, может быть, специально хитрили, не говорили о те подводные камни, которые они, возможно, знали, но я не знал. Поскольку я в этом отрасли был новичок, и у меня не было, скажем, опыта в этом направлении и так далее. Вот такие ошибки я много совершил. Но, несмотря на это, я продолжал работать в партнерстве. А итоги скажу вам, что я выиграл. Итоги, мой успех сегодня, она благодаря совместной работе, совместной умения в партнер работы. У меня накопился хороший опыт, и я делал много ошибок, больше 50 раз ошибок, может быть, и зато научился. Это очень, да, это дорого обошлось вначале, но зато сейчас это помогает мне намного еще даже больше зарабатывать и намного больше добиваться. Я сейчас на доске кое-что нарисую вам, чтобы вам было понятно, что я имею в виду. Например, скажем, что если вы, вот давайте посмотрим, когда вы сам один,
а когда вы с партнером работаете. И какова разница между тем, когда вы сам один работаете, и когда вы с партнером работаете? Когда вы сам один работаете, что происходит? Правильно, вы один, вы сам себе хозяин. Не надо у кого-то спрашивать, не надо перед кого-то отчитываться и так далее. Согласование или принятие решения очень быстро происходит, потому что вы захотели и пошли делали, захотели, пошли делали, задумались, пошли делали и так далее. Вот такая картина. Вот это плюсы, которые есть, когда, соответственно, ни с кем делиться не надо. Делиться ни с кем не нужен, это ваш бизнес, и ваш доход ваш и так далее. Но это те плюсы, которые есть. Но теперь есть определенные минусы, которые, когда вы сам один работаете, у вас всегда ограничены ресурсы. Это означает, что у вас всегда знания ограничено, деньги ограничены, финансы ограничены. У вас нет бесконечных денег. Вы же не печатаете деньги, правда? У вас ограничены. Дальше. У вас, хотите, не хотите, все равно ограничены возможности. Почему ограничены возможности? Потому что рынок требует от вас, чтобы вы расширялись, а вы не можете. Либо кредит придется вам брать, либо долги залезет, либо чего-то и так далее. И дальше. Вы не можете во всем быть профессионалом, все знать и так далее. Но да, здесь, видите, 100% бизнес ваш, но 100% и проблемы бизнеса ваши. 100% бизнес ваш, но 100% проблемы бизнеса тоже ваши. Понимаете, вот это очень важно понимать. Поэтому большинство людей, которые считают, что они говорят, что ой, невозможно в партнерстве добиться успеха и так далее, они вначале чуть-чуть двигаются, а потом так и остаются маленькими. Они так и остаются маленькой компанией. Они не могут стать крупными компаниями. Например, у них не бывает 100 магазинов или 100 домов построены, или 100, там, не знаю, или 1 000 000 квадрат, которые построили жилой комплекс, или там, не знаю. То есть у них не бывает такого. Они бывают 2 ресторана, 3 ресторана, или у них бывает 1-2 магазина, или у них бывает, скажем, 1-2 ателье или что-то-нибудь такое, но никогда не бывает 1000. Никогда. Потому что это невозможно. У вас возможности будут ограничены, когда сам один работаешь. И запомните, 100% проблемы ваши. А теперь, я часто что заметил? Самый большой минус мало-средний бизнес это что? Нет учет-контроль. Когда вы сам один работаете, вы припутаете свои деньги, деньги бизнеса. У вас никогда не появится учет-контроль. Понимаете? Просто не появится учет-контроль. Вы будете делать как мой бизнес, мои деньги, как хочу, так и трачу. Вот так и будете делать. Спросите большинство мало-среднего бизнеса, есть ли у них отчет-контроль. Они вам говорят на 99%, что нет. А почему? Потому что это его бизнес, и как хочет, как и тратит. Но круглые сутки ему придется работать. Вот так. И поэтому, если вы посмотрите внимательно, вы это видите. Спросите любого из них, и вы поймете. Поэтому от того, что они эти деньги тратят на личные нужды, не нужды бизнеса, поэтому бизнес остается маленьким. А вот давайте теперь посмотрим партнерство. В партнерстве тоже есть свои минусы, свои плюсы. Свои минусы есть. Давайте сначала разберем минусы партнерства. Минусы партнерства в том, что когда вы с партнером работаете, очень долгое согласование. Очень-очень долгое согласование. Долго надо согласовать все процессы, все вещи и так далее. Иногда вот такое. Долго надо согласовать. И дальше вам придется всегда отчитываться. То есть вам придется все отчеты давать, сказать, почему ты так делал, почему ты думаешь, что вот это оборудование нужен, почему это так, почему ты решил, что вот, скажем, не такой ассортимент, а другой ассортимент и так далее. Но придется тебе отчитываться. Это на самом деле так есть, но это люди иногда, люди, которые привыкли, особенно владельцы бизнеса, они часто привыкли, что они всегда сам один все делал, поэтому они всегда привыкли на самостоятельную работу, свободную работу, поэтому они не хотят отчитываться перед кого-то. И когда говоришь, что дай отчет, они думают, что как будто ты на них хозяйничаешь, или они... это их задевает, одним словом, очень сильно их задевает. Вот. Это те вещи, которые люди считают, что минусами и так далее. И, соответственно, надо делиться прибылью. Надо делиться бизнесом, надо делиться прибылью и так далее. Но давайте посмотрим, какие плюсы. Плюсы. Риск уменьшается сразу. Риск у вас уменьшается где-то в районе, я бы читал, я читал где-то, что статистика 67% говорит, но я бы сказал, в районе 70% у вас риск уменьшается, когда вы работаете с партнером. А в бизнесе не доход важнее, а важнее управлять рисками. Если вы умеете управлять риск,
доход гарантированно будет. Прибыль гарантированно будет. Почему бизнес не пойдет у людей или банкротится? Потому что они как раз и не учитывают риски. Они не можете его минимизировать, не можете ему управлять. Вы не можете совсем избавиться от риска, но вы можете его минимизировать. Теперь дальше. Если даже попадаете в зону риска или потери и так далее, соответственно, потери у вас меньше. То есть получается, что прибыль, если меньше, проблемы тоже меньше. Проблемы меньше, понимаете? Легче решать бизнес и так далее. Следующее. У вас появляется точный учет, контроль. Потому что, когда вы с партнером работаете, вам придется вести учет, контроль. Просто придется. Потому что по-другому никак. И тогда бизнес начинает, когда вы начинаете, вам придется ввести учет, контроль, соответственно, это что усилит? Это усилит бизнес. Бизнес станет сильнее. Дальше. Соответственно, когда вы с партнером работаете, никто не имеет права из кассы брать деньги. Понимаете? Никто не имеет права. То есть вы раньше, если свой собственный бизнес брали, тратили как хотели, теперь уже нет. Вы не имеете права. Если вы берете, вы фиксированную зарплату берете себе, как работника, и тогда это позволяет вам бизнесу намного быстрее поднимать. То есть у вас не будет бардака, у вас будет четкий порядок. И это очень хорошо. Реальный порядок, появляется некий порядок. И очень важная вещь, у вас возможности тысячекратно растут. То есть получается, что какие-то связи у вас есть, какие-то связи у партнера есть, какие-то знания у вас есть, какие-то знания у него есть и так далее. Откуда я начал именно это понимать в партнерстве? В самом начале у меня были успешные партнерства. Это 2003 годах, 2004 годах. Я инвестировал в пластиковые окна производства, инвестировал в производство вода и так далее. Они оказались очень удачными. Мне партнеры были очень... Это как было? В тех годах проценты были большие на кредитах. И тяжело было кредит получать в тех годах. И еще было это... И одновременно залога не было. У моих друзей залога не было и так далее. И один из них мне сказал, я хочу открывать пластиковое окно, у меня денег не хватает. Я ему инвестировал. И определенная доля от прибыли была моя. Я был как инвестором. Потом я в производство воды инвестировал, тоже была определенная доля прибыли моя. Потом в разных бизнесах. И это мне понравилось. Я начал разных, потом производство коробки, туда-сюда и так далее. Потом иногда продавал, когда захотел уйти свою долю, продавал, я уходил. А потом, когда я начал еще, то это в самом начале было как-то 3-4 мои партнерские отношения, хорошие партнеры попались. А потом я подумал, что все люди такие, и я начал вот так, без документов, без оформления, ничего, начал вкладывать деньги в разных проектах. А у некоторых людей проекты не пошли, не получилось. А у кого-то из них от незнания, а кто-то из них от, не знаю, может быть, у него не было выхода, он нашел, он искал деньги, искал партнера, и я попал как раз под горячую руку, может быть. Были такие ситуации, что, когда вы понимаете, когда человек вынужден, он пойдет на все. Понимаете? Вот такое. И вот такие ситуации были в моей жизни. И когда я начал понимать, что партнерство будут очень хорошо и выгодно, я начал отгрузить абрикосы. Мы начали в фуре отгрузить абрикосы с Таджикистана, с Ашт, отправили в Москву. И в одном машине, то есть у нас было три партнера, но мы отгрузили тот год, не помню, 10 или 15 фур, где-то вот так. Это 2009-2010 годах был. И я тогда точно понял, насколько это важно, потому что один партнер знал, как в Москве это все продавать, другой партнер знал, как отгрузить, а я финансировал только. И мне очень это понравилось, потому что какой-то машина у нас не пустили. Вот что я точно вспомню. Какой-то машину границы дошел, его не пустили, или сломались, или что-то такое было с ним. То есть, соответственно, эта машина почти испортилась. Соответственно, я тогда понял, что если, например, в одном машине только я сам был бы партнер, сели машины я потерял бы. Так? А поскольку нас было трое, 1/3 я потерял. А потом у нас было такое, что сами первые машины заработал больше всех. Потому что в самом начале, когда заходит, цена другая, и заработал больше всех. Я сидел, думал, если мы по отдельности отправили бы, один из нас зарабатывал бы больше всех, остальные нет. А поскольку мы были партнером таком, получается, что и в первой машине заработал больше, соответственно, мы все троем заработали больше. Я тогда это очень хорошо понял. Вот с того момента я держал эту идею партнерства и так далее. До сих пор держусь это. И я верю в это. И многие мои бизнесы, которые я сейчас построил, я построил их в партнерстве. Я даже иногда своих учеников, которые у меня отличники, я выращиваю их, сделаю себе партнером.
Понимаете, если вы в 90-х годах могли, такое было правило в 90-х годах, вертись, крутись как-то-нибудь, найди способ как-то-нибудь жить. А сейчас время такое, что если хочешь просветать, научись делиться. Сейчас время такое. И это очень важно. Что этим хочу сказать? Я часто слышу, что люди ноют, плачут, говорят, что нету успеха в партнерстве, трудно, тяжело и так далее, и так далее. Я говорю вам, что нет, ребята. Но только соблюдайте несколько советов, которые я сейчас даю вам. Если вы соблюдаете...